Добрый день, коллеги. Меня видно, слышно? Надеюсь, что да. Ам, я начинаю. Я прошу прощения за задержку. Дело в том, что в сложившейся ситуации небольшие сложности с домашним интернетом возникли, поэтому несколько задержала начало. Я надеюсь, что презентацию видно, и мы готовы с вами начинать. Сегодня наш вебинар посвящен, это установочный вебинар по процедуре проведения республиканского конкурса лучших практик наставничества обучающихся «Лучший наставник». И прежде чем мы начнем, я хотела бы озвучить несколько моментов. Для начала я напомню, кто такой наставник, кто такой наставляемый. Итак, наставляемый – это участник программы наставничества, который через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт, развивает новые навыки, компетенции. И в конкретных формах наставляемый может быть определен термином, иногда еще даже обучающийся. В это же время наставник – это также участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в достижении тех самых и жизненного опыта, и личностного, и профессионального результата, и готовый, и компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. В данном случае мы говорим о том, что методические рекомендации, разработанные по модели наставничества, рассматривают несколько вариантов наставничества. Это, помните, да, 5 основных: ученик, ученик, учитель-ученик, студент-ученик, работодатель-ученик, работодатель-студент. И каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и проблем с использованием каких-либо методов. Об этом более подробно рассказывал Александр Викторович Аверин в серии вебинаров, посвященной тематике наставничества. Поэтому, коллеги, мы решили впервые попробовать такой вариант, как проведение конкурса «Лучший наставник». Итак, на страничке Комреспубликанского института развития образования в деятельности выбираем «Для обучающихся», и вы видите конкурс для обучающихся, и там есть вкладочка «Республиканский конкурс лучших практик наставничества обучающихся «Лучший наставник». И, соответственно, если мы посмотрим более внимательно, зайдем на эту вкладочку, то мы увидим более подробную информацию о том, что это за конкурс, с чем он, собственно, ассоциируется, связан и так далее. Итак, я позволила себе сделать прям нарезку приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 31 марта 2020 года, номер 283, о проведении республиканского конкурса лучших практик наставничества обучающихся «Лучший наставник». Фактически мы говорим о том, что в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа», успех каждого ребенка, молодые профессионалы, это все, я напоминаю, федеральные проекты национального проекта образования, и в соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 года министр образования, науки и молодежной политики приказывает провести конкурс, республиканский конкурс лучших практик наставничества обучающихся «Лучший наставник». Итак, сроки конкурса, я напоминаю, с 31 марта по 30 апреля 2020 года. Мы говорим о том, что учредителем конкурса является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, организатором государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Коми Республиканский институт развития образования. Я позволю себе в этом вебинаре остановиться на некоторых моментах, связанных с организацией и проведением этого конкурса. Итак, коллеги,
какова же цель этого конкурса? Цель – это возрождение, развитие традиции наставничества, то, что, к сожалению, у нас было несколько утеряно. Мы говорим о том, что для этого, для содействия развитию движения наставничества, пропаганде достижений наставников и передового опыта, тиражирования лучших практик наставничества в Республике Коми, повышение социального статуса наставника, признание роли и места наставника в обществе и возможности его системного поощрения, поиска успешных решений, а также представление их в широкой формате на республиканском уровне, было принято решение о проведении данного конкурса. Итак, в данном конкурсе, он проводится, напоминаю, впервые в Республике Коми, мы в этом году выделили 2 номинации. Первая форма наставничества – это ученик-ученик, и вторая форма наставничества – студент-ученик. В этой связи я напоминаю, что если мы говорим про форму наставничества ученик-ученик, это наша с вами первая номинация, то данная форма наставничества предполагает взаимодействие обучающихся одной образовательной организации, при котором один из обучающихся находится на более высокой ступени образования или уровня образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой субординации. Такая же вариация, я напоминаю, что может быть форма наставничества студент-студент. Целью такой формы наставничества ученик-ученик, я повторю, является разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями, либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым можно выделить такие, как помощь в реализации лидерского потенциала, улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов, развитие гибких навыков и метакомпетенций. Тут мы говорим про навыки 21 века. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды, создание комфортных условий коммуникации внутри образовательной организации и формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных выпускников. И результатом правильной организации работы наставников можно считать высокий уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в коллективе. Общий статус организации, лояльность учеников и будущих выпускников к образовательной организации. Кроме того, мы говорим о том, что обучающиеся наставляемые подросткового возраста получат необходимый стимул к культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, может быть, даже самореализации, а также развитию необходимых компетенций. В этой связи среди оцениваемых результатов может быть повышение успеваемости, улучшение психоэмоционального фона внутри или класса, или группы образовательной организации, численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций, количественный, качественный рост успешно реализованных образовательных и творческих проектов и так далее. То есть в этой связи мы говорим о том, что разнообразие может быть колоссальное. Как один из примеров такой формы наставничества, например, успевающий, не успевающий, лидер пассивный, равный равному. То есть моделей внутри вот этой формы ученик-ученик или студент-студент может быть большое количество. И Александр Викторович, я уверен, вам об этом уже рассказывал. Можете посмотреть в видеозале ранее вебинары. Далее, если мы говорим про вторую форму наставничества, это студент-ученик, то здесь фактически мы говорим о том, что также предполагает несколько форм. Коллеги, я причем знаю, что у нас в ряде образовательных организаций уже есть такие формы наставничества. Может быть, они не столь оформлены еще, к сожалению, но тем не менее мы говорим о том, что опытом, который уже сформирован, можно поделиться, и даже не можно, а нужно поделиться, потому что уже сегодня вы видите, что это становится все более и более важно и нужно в нашей с вами
образовательной деятельности и в нашей с вами профессиональной деятельности. Поэтому так, коллеги, в этой связи, соответственно, одну из форм мы с вами рассмотрели, и поэтому, секундочку, у меня немножечко подвисла презентация, коллеги, секунду. Итак, вторая номинация – форма наставничества студент-ученик. Здесь мы говорим о том, что форма предполагает взаимодействие обучающегося образовательной организации, то есть ученик, и обучающегося профессиональной образовательной организации, либо студента образовательной организации высшего образования, то есть студент, при которой студенты оказывают весомое влияние на самоопределение на наставляемого, помогает ему с профессиональным личностным самоопределением и способствует ценностному личностному наполнению, а также коррекции образовательной траектории. Целью такой формы наставничества является успешное формирование у ученика представления о следующем уровне образования, также улучшение образовательных результатов и мотивации, расширение метакомпетенций, ну и появление ресурсов для осознанного выбора будущей личностной, образовательной и профессиональной траектории развития. То есть, как вы видите, очень много похожего между моделями ученик-ученик и студент-ученик. То есть цель-то одна – социализация, адаптация и профориентация. То есть вот я бы их так назвала. Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым – это, во-первых, помощь в определении личных образовательных перспектив, осознание своего образовательного и личностного потенциала, осознанный выбор дальнейшей траектории обучения и развитие гибких навыков. То есть то, о чем мы с вами говорили, это коммуникация, целеполагание, планирование, организация, ну и, конечно же, укрепление связи между региональными образовательными организациями и повышение процента успешно перешедших на новый уровень образования, формирование устойчивого студенческого и школьного сообщества. И результатом в данном случае правильной организации работы наставников будет повышение уровня мотивированности и осознанности обучающихся среднего и старшего подросткового возраста в вопросах образования, саморазвития, самореализации, ну, конечно же, активное развитие гибких навыков, о чем мы уже с вами говорили, необходимых для гармоничной личности. И в данном случае среди оцениваемых результатов это будет повышение успеваемости, то есть результаты будут приблизительно одинаковые. Проекты культурные, образовательные, снижение числа социально и профессионально дезориентированных обучающихся, состоящих на учете в полиции и психоневрологических диспансерах, увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем и присоединиться к сообществу благодарных выпускников. Ну и, конечно же, это увеличение числа обучающихся, поступающих на охваченные программой наставничества направления подготовки. А мы знаем с вами, что у нас есть направления подготовки, которые, к сожалению, на сегодняшний день мы можем сказать, что очень и очень нуждаются в как раз-таки профориентационной работе. Итак, мы посмотрели с вами, какие формы наставничества мы в данном случае выбрали для наших номинаций. Итак, я напоминаю, две номинации. Это форма наставничества ученик-ученик и форма наставничества студент-ученик. Я знаю, что есть образовательные организации, у которых договорные отношения с высшими профессиональными организациями, высшего профессионального образования, либо среднеспециальных образовательных организаций. Поэтому, коллеги, в данном случае, я так понимаю, что сложностей не возникнет. Итак, мы говорим о том, что с 31 марта, и тут я бы обратила ваше внимание, что касается сроков проведения. С 31 марта по 19 апреля 2020 года ведется прием и техническая экспертиза конкурсных материалов. После этого, то есть 19 апреля, мы с вами, это у нас воскресенье, фактически у нас с вами есть 2 недели, в воскресенье мы
прекращаем прием заявок. Все заявки, которые будут получены после 0, точнее 24:00 19 апреля, они не будут засчитываться. Только единственное, может быть, только в очень экстренных случаях уже по согласованию. Коллеги, в данном случае для оперативного решения я прошу вас направлять работы. В положении указан адрес Ванды Цветановны Поповой, но в связи со сложившейся ситуацией я прошу для оперативного решения направлять материалы и на мой адрес электронной почты, который представлен на слайде. Также на страничке Республиканского института, на сайте Республиканского института развития образования также представлен моя электронная почта в том числе. Также вы видите, что я указала здесь свой личный сотовый телефон и рабочий телефон, который даже сейчас переадресуется, все вызовы переадресуются на мой сотовый. То есть если у вас возникают вопросы, вы можете звонить, уточнять, спрашивать. То есть мы открыты для общения. И если возникают какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Единственное, выдвижение участников конкурса осуществляется муниципальным органом управления образования или государственной образовательной организацией. Коллеги, в данном случае мы говорим о том, что если образовательная организация видит, что у них есть такая форма наставничества, ученик-ученик, либо студент-ученик, тогда вы должны, соответственно, представить эти материалы на управление образования муниципалитета, и муниципалитет должен вас направить, должен согласовать ваше направление ваших материалов нам. Итак, я напоминаю, до 19 апреля мы ждем от вас материалы. Коллеги, материалы есть. Такие формы наставничества у нас возрождаются успешно на территории Республики Коми, поэтому милости просим. Итак, что нам от вас нужно в ходе этого конкурса? Во-первых, это заявка на участие. К ней прилагаются документы, подтверждающие соответствие участников конкурса условиям проведения конкурса. Это заявление, составленное по форме, анкета, составленная по форме, и дополнительные материалы. Это отзывы, фото, видеоматериалы, отражающие процесс осуществления наставнической деятельности. Коллеги, есть еще один вариант. Вы все документы загружаете куда-то в облако, и мне отправляете только ссылку на это облако, но понятное дело, что вы мне даете доступ по электронной почте или как-то там по адресу электронной почты, вы даете мне доступ к этим материалам. Это тоже из вариантов, чтобы не загружать, если там будут большие видеоматериалы, либо какие-то презентационные материалы, содержащие достаточно большое количество фотографий и так далее, чтобы не загружать ни вашу, ни мою почту. Соответственно, облако, мне ссылочку и мне доступ. Далее. Согласие участников конкурса, материалы и видеоматериалы указаны в пункте 4.3. Все настоящего положения направляются. Вы видите, что здесь указан адрес Ванды Цветановны Поповой. Но я напоминаю, что кроме этого мы направляем материалы, либо дублируем, либо только мне вот на этот адрес. Наталья Николаевна Исаева, @kriro.ru. Итак, вы видите, что материалы на конкурс могут быть представлены в форме описания системы работы участника конкурса по сопровождению наставляемого, включая реализованные планы, проекты, программы деятельности. Итак, давайте посмотрим, какие материалы, каким образом оцениваются. Оценочные листы я вам покажу, они точно так же выложены на сайте Института развития образования, вы их увидите. И, соответственно, в данной связи... Надеюсь, что сложности не возникнет. Возникнут сложности, пишите, звоните, будем рады вам ответить. Итак, каждый участник заполняет форму заявки на участие. Она приложением она выступает приложением. Коллеги, я позволю себе довести презентацию, а после этого ответить на ваши вопросы, если вы позволите, чтобы я не отвлекалась, а потом я пролистаю весь чат и, соответственно, все возникшие вопросы я прокомментирую. Договорились? Итак, лучшая практика наставничества. Соответственно, ребенок заполняет
Далее, также участник заполняет анкету в электронном формате, подпись ставит, отсканировано, либо в хорошем качестве сфотографировано. Наши смартфоны в последнее время позволяют через Google, на Google Диске есть такое устройство, как сканирование. Тоже вполне удачный вариант, даже не имея сейчас доступа к технике как вариант. Далее. Итак, заявка, анкета, согласие на обработку персональных данных. В приложении к положению этих формы заявки у нас две, для совершеннолетних и для несовершеннолетних. То есть внимательно посмотрите, какая из них будет подходить вам. Далее, у нас с вами есть требования к представлению конкурсных работ, но прежде чем требования к представлению конкурсных работ у нас звучат следующим образом. Работы представляются в печатном и электронном виде. Сейчас мы говорим с вами о том, что они могут быть представлены в электронном формате, потому что удаленно мы с вами дистанционно сейчас работаем, поэтому когда создавалось положение, мы еще не думали, что будет такая ситуация в стране. Итак, текст в формате Word, объем работы до 20 страниц без приложений. Шрифт указан, размер шрифта 12, интервал полуторный, поля по 2 сантиметра со всех сторон. Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для форматирования текста. Текст набирается без переносов. Команду вставить в сноски. Использовать нельзя. Примечания и ссылки даются в конце работы. Нумерация ссылок в тексте и в примечаниях следует производить по мере их появления в тексте и оформлять следующим образом. В квадратных скобочках циферка 1 ушли на список. Любые сокращения в тексте должны быть расшифрованы, даже если они традиционные и в данной отрасли науки. Желательно представить фотографии автора либо авторов работы в электронном виде в формате JPEG. При архивировании материалов следует использовать архивы zip или RAR. Но если вы выкладывать будете у себя в облаке, то, в принципе, архивировать не обязательно. Конкурсные работы начинаются титульным листом, содержащим сведения об авторе и о конкурсной работе. Требования прилагается. Кроме того, коллеги, очень прошу вас, название всех прикрепленных файлов должно содержать фамилию, инициалы автора. Например, Иванов А.И. Далее заявка. Иванов А.И. Согласие. Иванов А.И. Текст, либо там работа, либо материалы, приложение, отзыв и так далее. То есть первое обязательно фамилия. Для чего мы это делаем? Потому что в любом случае материалов, как показывают предыдущие конкурсы других форматов, бывает до 2000. И чтобы мы с вами, коллеги, не потерялись и работу не потеряли, поэтому убедительная просьба вот выполнить это несложное требование, в смысле это просто общекультурное требование, как правило, которое переписки. В данном случае конкурсные материалы, я напомню, проходят техническую экспертизу, осуществляемую экспертной комиссией на соответствие целей и задачам конкурса, требованиям положения о конкурсе и требованиям к представлению и оформлению конкурсных материалов. И в случае несоответствия конкурсные материалы отклоняются от участия в конкурсе. Итак, причем все участники конкурса получат именные сертификаты. Победители конкурса получат дипломы министерства первой, второй или третьей степени в каждой номинации. И лучшие практики будут опубликованы на образовательном портале «Открытое образование Республики Коми». Итак, коллеги, что же мы будем оценивать в данном конкурсе? В положении все это есть, повторю. Я себе позволила на слайд, я надеюсь, что вам видно, скриншоты приказа прикладываю. Надеюсь, что вам действительно видно. Если нет, я позволю себе остановиться на основных моментах. Так, у нас 5 блоков. Оценочные показатели участников республиканского конкурса лучших практик наставничества, обучающихся, лучший наставник в 2 номинациях. Форма наставничества ученик-ученик, форма наставничества студент-ученик. В данном случае мы говорим с вами о том, что и в том, и в другом случае 5 основных критериев. Критерии оцениваются по 3-бальной системе. 0 баллов критерий отсутствует, не представлен.
1 балл ставится не полностью, если критерий представлен, и 2, когда полностью представлен, имеется и соответствует всем требованиям. Итак, посмотрите, мы говорим о том, что если мы рассматриваем оценочные показатели в номинации форма наставничества ученик-ученик, мы с вами смотрим, во-первых, проверяется наличие плана работы по направлению работы. Во-первых, это разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями. И второе, оказание помощи в реализации лидерского потенциала, улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов и так далее. Коллеги, в данной связи мы понимаем, что это не план работы образовательной организации, это может быть небольшой план конкретного ребенка, наставника, в данном случае студента или ученика, по работе либо с группой наставляемых, либо с одним конкретным наставляемым. Либо если это наставляемые, объединенные в группу по какому-либо признаку, например, отстающие, из параллели он выбрал и занимается с ними. Это может быть план работы. План работы – это очень емко названо, да, некоторые мероприятия, чтобы была видна системность работы. Не вот один раз встретился и все, я наставник. Нет. В любом случае должен быть либо какой-то дневник у наставника, либо должен быть действительно какой-то план работы, то есть направление деятельности, что в какие периоды, сроки он будет делать. Оказание помощи в реализации, и в данном случае, посмотрите, мы говорим о том, что это тоже условно план работы. То есть направление, планирую сделать то. Либо уже, например, в начале года вы выявили таких детей, наставник с наставляемыми работает, часть плана уже в любом случае реализована, если он там, например, с начала года выявлен. Либо же, наоборот, сейчас, вот когда мы переходим на дистанционные формы обучения, и у вас вы выявили группу детей, которые могут помогать другим детям дистанционно, например. И это тоже форма наставничества, если ребенок грамотно ее пропишет. Перевернутый класс, как вариант, да, тоже вид проведения, если у ребенка эта работа в системе показана. А мы знаем, что есть такие дети, которые регулярно помогают отстающим. Я не говорю про списывание, я говорю именно про систему работы, помощи. В данном случае второй критерий, второй пункт – это наличие документов, подтверждающих деятельность наставника с последующим направлением. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды. В данном случае вы можете показать, например, успеваемость данного ребенка. Вот она была такая-то, вот она стала там выше, ниже и так далее. Опять-таки же, уровень адаптации, проводится мониторинг уровня адаптации обучающихся там, на момент поступления в их коллектив и отсроченные результаты. Соответственно, вы тоже можете это показать. Понятное дело, что ребенок, отвечая снижанию, можем сказать о том, что, понятное дело, что ребенок не владеет этим материалом. Он может показать только какие-то фотографии, то есть раньше ребенок там не участвовал, а тут вот он начал резко участвовать в каких-то там мероприятиях, там, не знаю, социально значимых, в проекты в общешкольные там, или общеклассные, групповые включается. Поэтому в данном случае, конечно же, наверное, частично поможет ребенку запомнить эти показатели и его педагог в том числе, поэтому тут я не вижу ничего крамольного. В комфортных условиях коммуникация внутри образовательной организации, здесь могут быть приведены фотографии именно по взаимодействию, либо, может быть, какие-то дипломы об участии этого вот наставляемого где-то там, да, и так далее. Формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных выпускников. Здесь могут быть отзывы, наставляемого как таковые, да, либо это может быть, причем это не обязательно официально оформленная бумага, там отзыв с печатью и так далее. Это может быть скриншот страницы в каком-либо сообществе, в каком-нибудь чате, в каком-либо мессенджере, без разницы. То есть в любом случае это подтверждение. Далее, наличие сертификатов, дипломов участия в конкурсах наставничества, профессионального мастерства. В данном случае мы говорим, может быть, ребенок, наставник, уже участвовал в каких-то конкурсах российских. Я говорю, что республиканские, да, мы первый. Но российские, онлайн есть различные викторины и так далее. Онлайн есть конкурсы, есть дистанционные конкурсы. И если ребенок там участвовал, то будет здорово, наставник. Было бы здорово это показать.
Степень вовлечения участников конкурса в различные проекты в сфере наставничества, которые реализуются в организации. Здесь мы говорим о том, что в любом случае есть различные конкурсы внутри образовательных организаций, направленные на, в том числе, выявление лидерских качеств обучающихся, там, например, лидер школы, там, или, может быть, какие-то проекты по созданию, там, не знаю, газет, стендов, плакатов, сопровождения конкурсов, мероприятий внутри образовательной организации. И если дети вовлечены в эту деятельность, то и вы сможете это подтвердить какими-то материалами, фото, видео, либо там выписками из приказов. Опять-таки же, если мы говорим про выписки из приказов, то, конечно же, тут будет важна деятельность педагога образовательной организации, который поможет студенту, либо в любом случае наставнику, да, либо ученику, либо студенту написать составить эти материалы грамотно. Как минимум копии приказов предоставить. И 5-й пункт – выполнение методической научно-исследовательской работы и наличие ее документального сопровождения. В данном случае мы говорим как о методической и научно-исследовательской работе у обучающегося, то есть наставляемого, так и у наставника. В данном случае в 5-м пункте пойдут материалы, подтверждающие и у одного, и у другого, потому что мы говорили о том, что повышение уровня социализации, а повышение уровня социализации в том числе проявляется и через участие в различных конкурсах, семинарах, конференциях, написание статей, участие в проектах, исследовательской деятельности и так далее. Поэтому, если мы говорим про форму наставничества ученик-ученик, то в данном случае все, мне кажется, вполне логично. Если нет, коллеги, давайте обсудим, если возникают вопросы. Ну и те 5 пунктов, которые связаны именно уже с формой наставничества студент-ученик. Здесь мы говорим о том, что первые 2 пункта будут отличаться, 3, 4, 5 пункты, они, собственно, коррелируются с предыдущей номинацией форма наставничества ученик-ученик. Итак, коллеги, смотрим. Первый пункт – это наличие плана работы по следующему направлению. Вы видите, что здесь мы говорим уже успешное формирование обучающегося представления о следующем уровне образования. То есть, например, проведение мастер-класса, проведение дня открытых дверей, проведение, не знаю, личной беседы, онлайн-консультации, офлайн-консультации, похода там на то или иное отделение, либо в тот или иной там ВУЗ или СУЗ, без разницы. И так далее. Улучшение образовательных результатов и мотивации. В данном случае, опять-таки же, здесь поможет студенту и педагог образовательной организации, потому что сам наставляемый, как правило, навряд ли сможет предоставить, он сможет предоставить дневник, но какие-то документы, справки, это уже, конечно же, педагог наставляемого, классный педагог, классный учитель наставляемого. Расширение метакомпетенций. В данном случае, опять-таки же, есть различные методики, и, коллеги, классный руководитель здесь очень должен хорошо помочь, не в плане написания документации, нет, в плане предоставления справок и подтверждающих материалов. И появление ресурсов для осознанного выбора будущей личностной, образовательной, профессиональной траектории развития. Здесь мы опять-таки же говорим про планы работы. То есть вот эти 4 основных направления должны быть отражены в неком документе, который условно называется план работы наставника с наставляемым, либо с группой наставляемых, как вариант. Далее. Наличие документов, подтверждающих все ранее перечисленное. Здесь я уже останавливалась, кто с чем может помочь. И формирование устойчивого студенческого школьного сообщества. Может быть, появились какие-то сообщества, как внутри образовательной организации, основного образования, так и высшего либо среднего профессионального образования. И есть подтверждающие документы о том, что вот наставник с его подачи при помощи наставника или по инициативе наставника было создано такое-то вот сообщество. Эти подтверждающие документы тоже хотелось бы иметь в качестве приложения и подтверждения своего опыта наставника. Ну и вовлеченность в конкурсы различных проектов в сфере наставничества, которые реализуются в организации и так далее, и так далее, и так далее. Мы говорим о том, что методическое, исследовательское, ну и так далее. То есть мы видим, что направлений работы достаточно много. Коллеги, жюри тоже сформировано мысль потеряла, прошу прощения.
по принципу наличия опыта в работе вот с этой категорией, с формами наставничества. И люди, которые входят в состав жюри, они не один год уже сопровождают это направление и, соответственно, грамотны в нем. Теперь, если у вас возникли какие-то вопросы, я рада буду на них ответить. Первоначально возник вопрос, почему мы не включаем форму наставничества студент-студент. Коллеги, мы говорим о том, что участниками конкурса, я в данном случае позволю себе перелистать и остановиться на пункте 3.1, где написано: носители практик наставничества, обучающиеся общеобразовательных организаций и образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования Республики Коми. Вы знаете, я, наверное, возьму здесь на себя ответственность. И если мы рассматриваем с вами методические рекомендации по формам наставничества, то там есть такое даже пояснение, что форма наставничества ученик-ученик тождественна форме наставничества студент-студент. Поэтому, коллеги, давайте, наверное, будем рассматривать и такую форму наставничества, потому что образовательные организации, я-то, когда писала это положение, предполагала, проект положения, предполагала именно внутриобразовательной организации, и, то есть ученик-студент. Если вы хотите представить практику студент-студент, давайте посмотрим, это будет наш первый опыт, и возьму я на себя такую ответственность, что разрешим мы с вами друг дружке вот и эту форму наставничества в том числе использовать, потому что действительно, если есть хорошая практика по работе более успешных студентов с менее успешными или мотивированными студентами, давайте попробуем и посмотрим, если действительно она будет тиражируемая и на общеобразовательной организации, то это будет здорово. Давайте попробуем. Так, теперь я попробую посмотреть еще какие-то вопросы. Секунду. Ух ты, как рано народ зарегистрировался. Да, вебинар перенесли по техническим причинам. Коллеги, в любом случае, если будут какие-то вопросы, сомнения, что-то непонятно будет по положению, повторю, что можно всю информацию либо по электронной почте, она доступна, она работает в режиме 24/7, либо, опять-таки же, по телефону, но, к сожалению, уже, понятное дело, не 24/7, в рабочее время звоните, буду рада ответить на ваши вопросы. Ждем вас, ждем ваших материалов, опыт. И очень бы хотелось, чтобы, коллеги, вы поделились, я знаю, что он у вас наработан. Всего доброго, до свидания.